В Абхазии появилось еще одно научное учреждение. По распоряжению правительства создан научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия». Главной задачей нового учреждения станет подготовка и издание энциклопедических материалов, посвященных истории и современности Абхазии, а также развитие внутригосударственных и международных связей в сфере сбора и обработки материалов. Распоряжение президента, главы исполнительной власти, в соответствии с которым в марте 2017 года он издал соответствующее распоряжение, по которому Кабинету министров Республики Абхазия, то есть наш с вами, создать государственное учреждение научно-исследовательский институт «Абхазская энциклопедия», утвердить устав, структуру и размер бюджетных ассигнований, соответствующие поручения Минфину и контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя администрации президента. В данном случае мы выполняем распоряжение президента и утверждаем новое научное учреждение. На заседании был назначен и руководитель научного учреждения. Им стал кандидат филологических наук Василий Авицба. Члены правительства решили еще несколько кадровых вопросов. Саат Бегиндия назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, а Михаил Цкоа – заместителем председателя Госкомитета по молодежной политике. Основным вопросом повестки дня стало принятие постановления об исполнении республиканского бюджета за 2017 год. По словам исполняющей обязанности министра финансов Ирмы Амичба, в прошлом году выполнить бюджет удалось почти на 100%. При плане 8 миллиардов 682 миллиона рублей в бюджет поступило 8 миллиардов 306 миллионов. Что касается расходов, то при запланированных 9 миллиардов 75 миллионов рублей израсходовано 7 миллиардов 876 миллионов. На обслуживание государственного долга направлено более 50 миллионов рублей. Несмотря на сложную ситуацию в течение года, это связано было и с падением на спросы в нашей курортной сфере, тому есть ряд причин. Было существенное выпадение по доходам в части водных биоресурсов в связи с крайне низким уровнем путины, который у нас прошел в прошлом году. Но тем не менее, сегодня мы можем говорить о цифрах порядка 95% выполнения доходной части государственного бюджета. Если посмотреть сравнительный анализ прошлых лет, это цифры, показатели на уровне прошлых лет. Тем не менее, все наши бюджетные обязательства перед районными бюджетами практически все выполнены на 100%. В итоге решение об исполнении республиканского бюджета за 2017 год членами правительства принято единогласно. На заседании также были утверждены исполнение бюджетов фондов обязательного медицинского и социального страхования, а также дорожного и пенсионного фондов, государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны и фонда репатриации. Как оказалось, не все бюджеты фондов выполнены. Почти 10 миллионов рублей в виде налоговых и неналоговых платежей недополучил внебюджетный фонд инвалидов войны в 2017 году. Премьер-министр Беслан Барцец подчеркнул, что работу по взысканию средств с должников надо усилить. Вы в прошлом году смогли мобилизовать более 4 миллионов рублей по недоимкам в доходную часть, а в этом году у вас показатели только 361 тысяча рублей, это порядка 4%, а в прошлом году порядка 60% вы смогли реализовать. Почему такие сложности происходят при мобилизации просроченной задолженности? Это тоже составная часть вашей доходной, и поэтому надо усилить работу в этом плане. У членов правительства возникли вопросы к исполнению расходной части бюджета фонда репатриации. Отмечалось, что некоторые статьи расходов неоправданно высоки. Например, на благоустройство территории многоквартирного дома в поселке Агудзера было затрачено более 11 миллионов рублей. Беслан Барцец отметил, что впредь при утверждении годовых бюджетов фондов членам правительства необходимо уделять этим вопросам повышенное внимание. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.